Абхазский государственный университет – главное высшее учебное заведение страны, кузница национальных кадров. Ежегодно сотни абитуриентов с волнением переступают порог университета. Каждый из этих ребят уже определился с выбором профессии. Теперь в приемной комиссии они сдают необходимые документы для поступления в вуз. Нина Мхитарян приехала из села Чело. Она поступает на биохимический факультет. Я вообще выбрала биохимический факультет. В школе, когда мы начали изучать химию, мне понравился предмет, поэтому я решила на биохимию поступить. По окончанию университета я хочу стать лаборанткой. В Абхазский государственный университет принимаются граждане республики, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Абхазии. Приемная комиссия работает каждый день с 10 утра до 4 вечера без перерывов. Абитуриент должен иметь аттестат о общем среднем образовании или о среднетехническом образовании, то есть те, кто заканчивает колледжи или техникумы. В обязательном порядке паспорт, если он является гражданином Республики Абхазии, или паспорт иного государства, если он является гражданином другой страны. Либо есть у нас категория ребят, которые поступают к нам, не имея гражданства. Лица, не имеющие гражданства, они имеют право обучаться в Абхазском госуниверситете, но при этом они предоставляют документ, удостоверяющий личность. Кроме этого, все в обязательном порядке предоставляют медицинскую справку соответствующей формы. И с этого года мы включили в перечень необходимых документов для ребят. Это справка с наркологического диспансера. Ребята предоставляют документ об отношении к воинской обязанности. Либо это военный билет, кто отслужил, либо это прописное свидетельство, либо справка из военкомата. Все абитуриенты АГУ проходят собеседование на знание абхазского языка. Здесь никого не отсеивают, а проверяют уровень владения государственным языком, формируют группы. По замыслу педагогов такой метод делает процесс обучения более эффективным. В этом году уже 4-й раз в Абхазском государственном университете мы проводим собеседование на знание государственного языка, абхазского языка, и определяем уровень знания. У нас по 4 уровням. Нулевой – это который не владеет совершенно абхазским языком по разным причинам. Элементарный уровень, есть базовый уровень и высокий уровень. Мы определяем уровень знания, потом, когда они придут на первый курс, сразу, чтобы они определились по группам. В этом году в университете по программам бакалавриата и специалитета, магистратуры и второго высшего образования введены новые профили: теория перевода и межкультурная коммуникация, производственный менеджмент, защита растений, государственный финансовый контроль и государственное муниципальное управление. По госзаказу в этом году в АГУ выделено 346 мест, в основном на педагогические направления – математика, физика, химия, биология, филология, история, география. Наибольшей популярностью у абитуриентов по-прежнему пользуются такие специальности, как юриспруденция, экономика и международные отношения. При этом план приема абитуриентов в АГУ формируется исходя из необходимости подготовки кадров для нашей республики. Многие из тех ребят, которые уезжают и получают образование в российских вузах, по окончанию вуза либо не возвращаются в Абхазию, либо возвращаются, но не могут здесь найти рабочее место, и в итоге снова уезжают в Россию и реализуют себя там. Вот это проблема. А мы не ставим проблему, в Абхазском университете мало или много студентов. Проблема в том, чтобы выстроить систему так, чтобы готовить и направлять ребят к получению специальностей, по которым они могут найти работу у себя дома, у себя в стране. Абитуриенты имеют право на льготное внеконкурсное зачисление в АГУ. Это лица, окончившие школу на золотую или серебряную медали, дети ветеранов, если один из родителей погиб, дети-инвалиды первой-второй группы, дети-сироты, репатрианты и их дети. Также льготами пользуются граждане, уволенные с военной службы и поступающие в АГУ по рекомендации Министерства обороны Абхазии. На Алакове Алика Трапшаста Мургожба, Абхазское телевидение.